Главные события последних 7 дней в программе «Итоги недели» на канале БСТ. С вами я, Айнур Гибадуллин. Здравствуйте, смотрите в выпуске. При свидетелях 24/7. Камеры устанавливаются на данных перекрестках, то есть во всех 4 направлениях. Искусственный интеллект на дорогах. В Уфе установят камеры, которые самостоятельно будут фиксировать ДТП и чрезвычайные ситуации. Данные датчики будут прямо секунду в секунду информировать нас. Стук чужого сердца. Каждый год мне предлагали эту пересадку. Решился по совету лечащих врачей. Меня поставили в очередь. Башкирские кардиохирурги способны поставить на поток операции по трансплантации. В нашей республике живет 79 человек с пересаженным сердцем. Сложность лишь в поиске донорских органов и их приживаемости. Несладкая жизнь аграриев. Надеемся, что завод нас полностью обеспечит вывозкой данного урожая. Минсельхоз предупредил о проблемах из-за рекордного урожая сахарной свеклы. Заводы республики не в силах переработать весь объем без потерь. 24 год принес очень много, так скажем, сюрпризов. И для сахарной свеклы тоже было не так просто. Вживленный паспорт. Это, в принципе, как простой укольчик. Чипирование домашних собак станет обязательным. В республике создают уникальную базу данных животных. За чей счет и кому это нужно? За бюджетные деньги это поможет им в поисках найти эти животные и вернуть обратно владельцу. Искусственный интеллект на дорогах. В Уфе до конца года установят камеры, которые самостоятельно будут фиксировать ДТП и чрезвычайные ситуации. Это должно улучшить безопасность дорожного движения и оперативность реагирования служб при происшествиях. Система внедряется в республике по поручению главы Башкортостана Радия Хабирова. В рамках всего проекта предусмотрено около 200 таких камер. Это позволит создать полноценную подсистему видеонаблюдения. Как она будет работать, расскажет Артур Шамсудинов. Это одна из самых массовых аварий на неделе. Столкнулись автобусы, 13 автомобилей, к счастью, без человеческих жертв. Кроме того, ДТП произошло днем и сильно не повлияло на дорожную обстановку, что бывает далеко не всегда. Фиксировать ДТП на аварийно опасных участках столичных улиц в ближайшее время начнут специальные обзорные камеры. Самые первые уже установили на оживленном перекрестке Цурюпа-Чернышевского. Они дополнят существующие системы видеонаблюдения и станут еще одним шагом к созданию более безопасной городской среды. Устанавливаются на данных перекрестках, то есть во всех 4 направлениях, то есть чтобы следить за ситуацией именно на данном перекрестке. То есть ДТП, чрезвычайные ситуации, и эти все данные передаются в ситуационный центр, где контролируется движение автомобилями. Центр управления дорожным движением как всевидящее око. Именно сюда стекается обстановка со всех камер города. Операторы отслеживают ситуацию на большом экране и при необходимости могут вмешаться в дорожную обстановку через специальную программу. Например, отрегулировать работу светофоров, чтобы быстрее разгрузить заторы. Включаем зеленую улицу и транспортное средство беспрепятственно проезжает. Вот я сейчас продемонстрирую. Через какой-то промежуток времени светофоры подстроятся и все будут гореть зеленым сигналом. Когда видеодетекторы детектируют чрезвычайную ситуацию, дежурные, к нам приходит оповещение в ситуационный центр. Дежурная служба оперативно отрабатывает с оперативными службами, чтобы исключить затор на том или ином участке дорожной сети. До конца года в Уфе установят 70 обзорных камер фиксации ДТП на 20 участках города.
Системы интеллектуального управления появятся на улицах Комсомольской, Кувыкина, Зорги, Лесотехникума. 8 марта, Вологодская, Закива-Лиди, Карла Маркса, Софьи Перовской, Сочинской, 50 лет октября и Центральной. Установка обзорных камер фиксации ДТП – финальная часть третьего этапа по созданию интеллектуальной городской системы. Участки для их размещения будут выбирать, исходя из дорожной обстановки. Они появятся на магистралях вблизи переходов и развязок. Например, рядом с недавно открытым путепроводом на улице генерала Рыленко в створе Южных ворот. Здесь также намерены установить умные камеры. Всего же в рамках проекта будет 184 таких устройства. Мы сегодня в нашем ситуационном центре пользуемся камерами Уфанета, безопасного города. Все это, безусловно, нам также помогает, но данные датчики будут прямо секунда в секунду информировать нас о том или ином происшествии на дороге. Это позволит более быстро реагировать на ситуацию, сообщать в соответствующие ведомства, органы. Работа над интеллектуальной транспортной системой в Уфе началась в 2022 году. Ее реализуют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Речь не только о камерах наблюдения. Специалисты модернизировали более сотни светофоров, которые теперь сами могут определять, когда лучше давать зеленый свет машинам. То есть, если здесь загружено сильно, он будет смотреть другое направление. Если есть возможность то направление, скажем, придушить, а здесь добавить, он этим и будет заниматься. На сегодня в Уфе камеры уже фиксируют проезд за стоп-линией, непристегнутый ремень безопасности или езду по автобусной полосе. Внедрение этих технологий – важный шаг к повышению уровня безопасности на дорогах Уфы. Они не просто выявляют правонарушения, но и повышают уровень дисциплины среди водителей. Артур Шамсудинов, Артур Ханов, Руслан Галямов и Виктор Демидов. Итоги недели. В Уфе на неделе было запущено движение по новой улице генерала Рыленко и транспортной развязки на пересечении с Пугачева. Поручение ввести в эксплуатацию один из этапов проекта «Южные ворота» 1 октября было дано и главой республики. Это одна из сложных частей масштабной стройки, включающая путепроводы и развязку. Для того, чтобы там появилась новая дорога, было завезено более 1 миллиона кубометров песка и гравия, переоборудовано 15 километров сетей и снесено 250 объектов недвижимости. 7 полос, 2 путепровода, полный клевер. Это дает очень хорошие объемные возможности для всех тех, кто приезжает. Наш город живет в территориях Октябрьского района, Нагаева, Зинина. Удобный въезд и, соответственно, также и удобный выезд для Степана Кувыкина и Зеленой Рощи. Завершение работ на участке улицы Пугачева от Геофизиков до Бородинской перенесли на 3-й квартал 2025 года в связи с не до конца решенными вопросами по выкупу у собственников помещений под снос. В ноябре планируют запустить движение на новом участке улицы Пугачева от Монумента Дружбы до магазина «Лента». Вначале по 2 полосам, а ко второй половине декабря заработают уже 4 полосы. К слову, светофор после Нагаевского моста, который направлял автомобили на улицу Колгуевскую и дублер Пугачева, демонтирован. То есть раньше, если с Колгуевской мы выезжали, могли свернуть налево и направо, налево в сторону моста Каменная переправа, там поселков Нагаева и так далее. Вот, то сейчас этот поворот налево запрещен, весь транспорт должен уходить только направо. Вот, но доезжая на транспортные развязках по 2, скажем так, правоповоротным съездам, они точно так же могут развернуться в сторону Нагаева. В Башкортостане фиксируют рекордный урожай сахарной свеклы – почти 2,5 миллиона тонн, что в 7 раз превышает потребность республики. В региональном Минсельхозе уже заявили, сахарные заводы будут вынуждены работать до апреля, но мощностей все равно недостаточно. Сроки переработки растянутся, а время в вопросе сахара сработает только в минус. Участники рынка и эксперты опасаются, что часть урожая так и останется гнить на полях. Как это отразится на цене конечного продукта, узнавала Алия Альтубаева. К копке сахарной свеклы хозяйства Гафурийского района приступили чуть более 2 недель назад. Комбайны убирают урожай в одну смену. Работать на полную мощность им пока незачем. В республике держится благоприятная погода, которая влияет на сахаристость будущего урожая. Прелести работы на новом свеклоуборочном комбайне ощутил оператор Мунир Галеев. Техника подсчитывает даже размер свеклы. Для удобства аграриев все процессы удалось автоматизировать. Камера удобно, когда вот ночное время особенно все показывает. Не надо выходить, ключом крутить, все с кабины, все регулируется с кабиной.
очень удобно. Глубина, порез ботвы, бункер, время разгрузки, можно регулировать все, нагрузку, все через компьютер. Одно из хозяйств принадлежит Руслану Бакирову. Предприниматель делится, что урожайность по сравнению с прошлым годом значительно увеличилась, а масса одного корнеплода порой достигает килограмма. Погода слишком жаркая для того, чтобы хранить в кагатах. Свекла она подсыхает, поэтому то, что позволяет нам мощности данного комбайна, нам, так скажем, благоволит того, чтобы немножко сдержать уборку, вернее копку. И надеемся, мы к 25 октября уже завершим полностью копку. Останется только отгрузка сахарной свеклы на завод. Вывозка сахарной свеклы на Раевский сахарный завод идет медленно по причине ограничения приема корнеплодов. У нас есть в районе опасения, что собранный урожай может остаться на полях. Опасения не беспочвенные. В Минсельхозе Башкортостана прогнозируют урожай в 7 раз больше, чем необходимо республике. Сахарная свекла уже выкопана на площади более 29 тысяч гектаров. Это больше половины всего объема. Хорошие погодные условия для выращивания этой технической культуры сказались на ее средней урожайности, которая составила 452 центнера с гектара. Выкопанную и очищенную от ботвы свеклу отправляют на заводы. В республике этим занимаются Раев-Сахар и Чешминский сахарный. Каждый в состоянии переработать за сезон чуть более 1 миллиона тонн, в то время как урожай корнеплода ожидается гораздо больше – почти 2,5 миллиона тонн. Мелеузовский завод уже который год законсервирован. Мы пытаемся разогнаться, скажем так, войти в свою колею и идем, на плановые, скажем так, переработки. Понятное дело, что свекла, она теряет свое качество с длительностью хранения. И уже, если, скажем так, мы перейдем на февраль месяц, то там будут сложности в плане ее перерабатывания. То есть она потеряет свое качество, она потеряет свою дигестию и будут сложности в этом плане. Мощности на пределе. Даже при усиленном режиме, по подсчетам регионального Минсельхоза, сахарные заводы будут вынуждены работать до апреля. Но время играет с аграриями только в минус. Дело в том, что сельхозпредприятие свозит собранную свеклу на площадке сахарного завода, где она хранится в картах под открытым небом. И если не успеть переработать сырье в холодный сезон, оно может потерять свойства, и аграриям придется совсем не сладко. Меньше сахара, меньше выручки. В случае высокого урожая, а в этом году урожай у нас действительно очень хороший, могут возникнуть определенные аномалии. Холодная погода может повлиять. Кагаты, которые где хранятся сахарная свекла, они, безусловно, располагаются около дорог. И постоянные такие перемены температуры, то плюс, то минус, такие качели, они могут повлиять на качество хранения свеклы. Современные технологии позволяют сохранить сахарную свеклу при любой температуре и обеспечить наше население продовольственной безопасностью, в частности, сахаром для питания. Параллельно в республике идет уборка подсолнечника, который в этом году тоже демонстрирует хороший урожай. Но и здесь не все идет как по маслу. Из-за обильных дождей подсолнухи поражает плесень. Поэтому на рынке, где образовался дефицит, техническая культура показывает высокую рентабельность. На сегодняшний день убрано 5200 гектар, намолочено 7800 тонн семян. 2 крупных завода и 20 мелких сегодня ведут приемку и производство подсолнечного масла. Есть определенные проблемы, то, что набрало влажности, есть немножко гниль в центре подсолнечника. В целом качественный подсолнечник идет. Мы видим, что цена на него растет, так как конкуренция появилась, где-то сегодня около 35 тысяч рублей за тонну. Это очень комфортная цена при себестоимости 27 рублей. Аграриям сейчас остается только надеяться на то, что осень к ним будет более благосклонна, и поля с еще не убранным урожаем внезапно не накроет снег. Рекордный урожай, как выясняется, тоже не залог хорошей выручки, когда хромает переработка. Между тем в Минсельхозе спешат успокоить. Дефицита хлеба, сахара и подсолнечного масла в республике не ожидается, как и скачка цен на продовольственную корзину. Алия Эльтубаева, Равиль Рахимзянов. Итоги недели. Гафурийский и Чешминский районы. 5 операций по трансплантации сердца провели в Башкортостане с начала года. Пациентов с пересаженным органом в груди в республике уже больше 70. Тех, кто буквально получил вторую жизнь благодаря кардиохирургам и вовремя нашедшимся донорам.
Наш регион входит в пятерку субъектов-лидеров в России по приживаемости донорских органов. Помимо трансплантации в Республиканском кардиоцентре выполняют все виды специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Всего более 16 тысяч операций в год. Как живут люди со стуком чужого сердца, узнавала Полина Затолокина. Айдар Баязитов не может представить свою жизнь без велопрогулок и регулярно проводит время на свежем воздухе. Но каждый его шаг – это заслуга врачей Республиканского кардиоцентра. В 2017-м мужчина перенес инфаркт. С тех пор здоровье его сердца постепенно ухудшалось. Врачи настоятельно рекомендовали сделать трансплантацию. Каждый год, можно сказать, мне предлагали эту пересадку, но как-то я все-таки старался пожить побольше со своим сердцем, как бы тоже какие-то риски, тоже какая-то была какие-то опасения были. Потом, в конце концов, решился по совету лечащих врачей, по консультациям, и все меня поставили в очередь. Очередь на пересадку подошла меньше, чем за полгода. Технически операция не самая сложная, но для кардиологических пациентов трансплантация – это последний шанс на спасение. Перед пересадкой они обязательно проходят ряд процедур. Есть определенный перечень обследований, которые надо обязательно провести перед операцией. Где-то в течение 10 дней пациенты находятся у нас на госпитализации, проходят эти обследования, и по результатам мы уже решаем, нет ли противопоказаний к операции, показана ли эта операция конкретному пациенту. И иногда решаем вопрос о возможности операции в федеральных центрах. Еще один важнейший вопрос – приживется ли донорское сердце. При подборе учитывают рост, вес, группу крови и резус-фактор пациента. Проводят тест на иммунологическую совместимость. За состоянием пациентов тщательно следят и после операции. Сейчас десятки тех, кто перенес трансплантацию в кардиоцентре, живут полноценной жизнью. Занимаются спортом, путешествуют, заводят семьи. Трансплантация в республике развита достаточно давно, примерно 12 лет мы пересаживаем уже сердца. В нашей республике живет 79 человек с пересаженным сердцем. Из них 50 человек – это те люди, которые прооперированы на территории республики, а остальные те люди, которые прооперированы в федеральных центрах. Трансплантология развивается в Башкортостане с 1996 года, когда в клинической больнице имени Куватова пересадили первую почку. Только в этом году орган трансплантировали 26 раз. Успешно проводят и операции по пересадке печени. Мы их делаем на достаточно очень хорошем уровне в плане качества и количества. Но хотелось бы, конечно, увеличить объемы пересаживаемых органов, потому что потребность достаточно большая, и в листе ожидания у нас тоже достаточно много народа. То есть именно тем людям, которым нужна наша помощь. Ежегодно в республике проводят 5 пересадок сердца. Технический кардиоцентр может выполнять больше подобных операций, ограничивает лишь донорский ресурс. Есть планы по развитию трансплантации и ретрансплантации. Всего в республике в текущем году провели более 30 тысяч операций и хирургических методов диагностики на сердце и сосудах. Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти и инвалидности во всем мире, но во многих случаях их можно предотвратить. Прежде всего, врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек, тщательно следить за питанием, ежедневно гулять на свежем воздухе, минимизировать стресс и регулярно проходить обследования. Полина Затолокина, Булат Садриев, Азат Ишбулатов и Руслан Галямов. Итоги недели. Уфа. Почти 2 миллиарда рублей выманили злоумышленники у жителей республики с начала года. Такова статистика регионального МВД. Люди отдают последние деньги, нередко берут кредиты и даже готовы распрощаться с собственной квартирой. В основном мошенники действуют по 3 уже обкатанным схемам: перерасчет пенсии, скидки на жилищно-коммунальные услуги и оформление полиса ОМС. А еще могут просто нагрянуть в квартиру пожилого человека и предложить якобы почистить дымоход. Будьте осторожны, перед вами мошенники. Материал Динары Таймасхановой. Сначала один пришел. Говорит, это в течение 15 лет надо обязательно проверять дымоход. Доверчивый пенсионер сразу согласился на проверку дымохода. Позже появился еще один сотрудник компании по очистке вентиляции. После 2-минутных манипуляций пылесосом они попросили 7 тысяч рублей за свою работу. Денег у 85-летнего пенсионера не было, и он позвонил дочери с просьбой перевести их. Та пригрозила полиции. Очистители дымоходов тут же покинули квартиру. Хорошо, что она не перечислила.
Убежали они? Ну вот нету, номер телефона у меня взяли. Я говорю, если еще позвоним мы. Я говорю, обязательно перечислить, если надо, я говорю. Если это нужно. Но они сказали, в течение 15 лет один раз мы это проверяем. И вот сказали 7 тысяч рублей, ни квитанции, ничего. Ну я поверил им, да, им они вдвоем же. В управляющей компании ничего о внеплановой чистке дымоходов не слышали. И по квартирам их сотрудники с предложением услуг не ходят. К пожилому мужчине приходили мошенники. Еще один уфимский пенсионер перечислил более 1 миллиона рублей якобы сотрудникам Минтруда. Они обещали пересчитать трудовой стаж для увеличения пенсии. Он бы отдал мошенникам еще больше денег, если бы не сотрудники полиции. Были выявлены его родственники. Им оказался его сын, который также был доставлен сотрудникам полиции в отдел полиции номер 7. Также после доставления сына данного гражданина и после приведения примеров из аналогичных ситуаций, при которых совершались мошеннические действия в отношении социально незащищенных граждан, удалось убедить данных граждан в том, что они находятся под влиянием мошенников. Жительница же Кармаскалинского района позвонил лжесотрудник пенсионного фонда. Ее уверили, что идет перерасчет пенсии и новые выплаты. Преступник предложил помочь записью в МФЦ, а все СМС-коды попросил переслать ему. Так он завладел ее личными данными, а после поступил звонок от якобы сотрудницы банка. Она рассказала о необходимости перевести все деньги на безопасный счет. Женщина взяла кредиты, добавила свои сбережения и перевела 2 миллиона рублей. Аферисты начали убеждать сельчанку, что еще кто-то покушается на ее квартиру и нужно срочно продать. Женщина обратилась за нужной справкой для сделки в отдел МВД. Сотрудники заподозрили неладное. В итоге квартиру удалось сохранить. Ну вот они меня вели. Я с 10 до 6 под постоянным наблюдением вот через телефон была уже просто в леденящем ужасе, я уже не знала, что делать. Тоже вызвал и начального оперативника, который занимается по делам мошенничества, и следственного работника тоже позвал. И тут уже мы взяли видеотелефон, начали обследовать все ее, и увидели, что действительно она, уже не один день находится на крючке, скажем так, мошенников. К слову, в июле вступил в силу закон, который поможет защитить средства граждан. Банки будут возвращать деньги, которые были переведены под воздействием аферистов, в том случае, если они допустили перевод средств на подозрительные счета, которые есть в базе Банка России. На 2 дня приостанавливать перевод на счет из этой же базы сомнительных номеров. За это время человек, который находится под влиянием мошенников, успеет прийти в себя, подумать, посоветоваться с близкими и, если что, отменить перевод. И третья новация. Банки будут отключать онлайн-сервисы дроперам. Так называют тех, чьи банковские карты используются для вывода украденных денег. Сейчас процветает новый вид телефонного мошенничества, на который ведутся даже молодые. Злоумышленники представляются мобильными операторами, предлагают продлить договор обслуживания и через СМС получают личные данные. Специалисты советуют не принимать звонки с незнакомых номеров. Любой подозрительный разговор лучше завершить, просто повесив трубку. Динара Таймасханова. Итоги недели. Башкирский кадетский корпус имени Героя России Александра Достовалова, расположенный в Ишимбае, 2-й год подряд признается лучшим в Приволжском федеральном округе. Об этом в соцсетях рассказал Ради Хабиров. У учебного заведения отличные показатели по числу обучающихся, поступающих в военные вузы. Выпускники каждый год сдают ЕГЭ на высокие баллы. А еще в корпусе особое внимание уделяют физической подготовке. Тему продолжит Даниил Байков. Именно за новыми победами эти мальчишки пришли в Ишимбайский кадетский корпус. С сентября у учеников 6 класса началась, можно сказать, взрослая жизнь. 13-летний уроженец Самары Алексей Горин осознанно выбрал для себя военную карьеру, чтобы в будущем стать офицером. Мне сюда поступил друг, посоветовал мне сюда поступить. Я подумал, поговорил с мамой. Я еще с детства хотел стать военным, танкистом. У меня прадед был танкистом. Алексей Горин, как и 320 других подростков из разных уголков России, выбрал кадетский корпус с богатой историей. Здесь обучают кадетов по направлениям: юный десантник и спасатель-общественник, причем по самым строгим стандартам. Огромное внимание уделяется как воздушно-десантной подготовке, так и изучению гуманитарных и естественно-научных дисциплин. Учеба здесь прекрасная, простая. Если честно, я не математик, но
стараюсь, работаю. Я хочу поступать в военный институт войск Национальной гвардии. Кадетский корпус уже 10 лет носит имя прославленного героя России, майора воздушно-десантных войск Александра Достовалова. Уроженец Башкортостана совершил подвиг во время Второй Чеченской войны в далеком 2000 году и пал смертью храбрых во время боя с террористами в Шатойском районе. Сейчас его внук Олег Шмидт второй год учится в кадетском корпусе в Ишимбае. История его дедушки, который прошел не одну горячую точку, предопределила путь подростка. Очень горжусь им и понимаю, что он отдал жизнь за Родину. Хочу связать свою жизнь с армией и пойти после этого кадетского корпуса, пойти в Рязанское училище. Второй год подряд учебное заведение Ишимбая признано лучшим в Приволжском федеральном округе. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Башкортостана. Само за себя говорит, что это лучшая кадетская школа в Приволжском округе. И ребята, вот это будущее нашей страны, это будущее нашей армии. Они почти все, каждый там 90% поступает в военное училище. Десятки ребят, выпускников уже воюют. Кадетский корпус отличился по многим показателям. Его выпускники поступают в военные вузы. Каждый год они сдают единые госэкзамены с высокими баллами. Огромное внимание уделяется и физической подготовке. Корпус стал настоящей кузницей кандидатов и мастеров спорта по легкой атлетике и другим дисциплинам. И в совокупности это все делает из нашего выпускника конкурентоспособного юношу, который может высоко конкурировать со всеми остальными при поступлении, в первую очередь, в высшее военное учебное заведение. В научно-техническом аспекте Ишимбайский корпус не стоит на месте. Недавно здесь открылся кабинет с беспилотными летательными аппаратами и оборудованием, которого никогда не было. В сентябре этого года в учебном заведении начали обучать кадетов азам пилотирования и конструирования примерно вот таких дронов. Уроки проводятся в рамках федерального проекта по стимулированию беспилотных авиасистем. И кадетский корпус вошел в число 20 школ республики по данному направлению. Управлению БПЛА обучают подростков в возрасте от 12 до 17 лет, пока в рамках кружка и дополнительных занятий. В будущем к таким урокам будут допускать тех, кто желает посвятить себя этому делу. Мне это интересно, изучать строение квадрокоптеров. В будущем, мне кажется, это понадобится. Буду поступать в Краснодарское высшее военно-летное училище. Пока взрослые кадеты вовсю готовятся к экзаменам и некоторые еще думают о выборе военного вуза, недавно поступившие мальчишки с нетерпением ждут принятия присяги, чтобы не только гордо носить имя кадета, но и быть настоящим защитником Родины. Даниил Байков, Виктор Меренков. Итоги недели. Ишимбай. В Башкортостане собираются ввести обязательное чипирование собак. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в Госсобрании. Если он будет принят, первые 2 года процедура будет бесплатной. Чип будет содержать индивидуальный номер, считав который с помощью сканера специалист сможет увидеть информацию о животном и его хозяине. Все это будет интегрировано в новую информационную систему, которую сейчас разрабатывают в республике. Это большой реестр с множеством функций, который поможет и ветврачам, и владельцам питомцев. На платформе будет видна история болезни, можно будет записаться на прием к ветеринару или найти потерявшееся животное. Подробнее в материале Анастасии Ильчебаевой. Как у тебя дела? Все хорошо? Да, скажи. Ушки у нас какие? Чистенькие. Зубки тоже. Не пациент, а мечта. Осмотр переносит спокойно, зубы показывает только по команде врача. Умка – представитель многочисленной породы дворянин. Паспорта, как многие собратья с родословными, не имеет. До недавнего времени вся идентификация сводилась к одному. А какие у вас документы? Усы, лапы, хвост! Вот мои документы. Создатели Шарика и Матроскина, скорее всего, и представить не могли, что спустя почти полвека удостоверение личности четвероногих все же появится, и оно всегда будет при них под холкой. Ну, это, в принципе, как простой укольчик будет. Чипирование это только звучит устрашающе. Слово за последние годы овеяно мифами. На деле же собаки под кожу внедряют маленькую капсулу. Животному она не доставляет никакого дискомфорта. Да и сама процедура едва ли ощутима. В чип зашифрован идентификационный номер, и специалист, сканировав капсулу, сможет его распознать и уже в базе посмотреть данные о собаке и владельце. Мы должны будем проверить, она чипирована или нет. Вот чип. Вот его номер. То есть проверяем, все верно. Процедура не новая. Многие хозяева четвероногих уже давно добровольно чипировали своих животных. В их числе и заместитель председателя комитета Госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. 3 года назад Руфина Шагапова чипировала своих питомцев. Сейчас депутаты регионального парламента подготовили поправки в закон, которые обяжут хозяев
проводить процедуру в обязательном порядке. За бюджетные деньги, чтобы ветеринары чипировали всех домашних животных, что в соответствии уже позволит считывать вот эту информацию при любой возможности, если эти животные окажутся на улицах, в результате чего, как мы предполагаем и как и должно быть на самом деле, будет наступать ответственность, если вдруг каким-то образом эти домашние животные окажутся на улицах. Но даже исходя из того, что люди просто элементарно могут потерять своих домашних животных, своих любимых домашних животных, это поможет им в поисках найти эти животные и вернуть. Пока не наведен порядок, пока мы не можем учесть всех кошек и собак, мы не можем предотвратить пополнение вот этой армии безнадзорных животных, потому что зачастую владельцы, бывает, избавляются, нерадивые владельцы, от своих животных. Также мы не можем обеспечить профилактику против такого особо опасного заболевания, как бешенство. Для всего этого обязательно необходим учет. В кабинете врача мы можем записывать пациентов на прием вместе с их животными, а в кабинете ветстанции мы можем отслеживать, как работают врачи, получать отчеты, создавать справочники, добавлять документы, чтобы это было удобно. Врачи госветклиник уже знакомят с новой информационной системой. Она создается в тесном сотрудничестве с ветеринарами. Сюда будет интегрирована и база чипированных животных. Но сама платформа – нечто большее. Подобного в России еще не было. Она разрабатывается по поручению Минцифры Республики. Аналогию можно провести с человеческой программой «Промед», которой сейчас пользуются медучреждения. Платформа для питомцев будет хранить всю историю болезни, назначения. Через нее можно будет записаться к ветеринару. Также, как у нас уже принято, искусственный интеллект в дальнейшем начнет помогать нашим с вами заявителям в помощи, что же может быть с животным, какие необходимы срочные манипуляции произвести. Также, что самое удобное для данной информационной системы, которая будет принята в следующем году, это поиск животных. Все мы пользуемся группами ВКонтакте, WhatsApp, Telegram, но не всегда они помогают. Это же будет единой точкой. Любой может туда зайти и посмотреть животное, выбрать для себя, возможно, что-то из потеряшек, возможно, бездомное животное там будет. Данная система разрабатывается с учетом мнения всех сотрудников, с учетом обратной связи от пользователей, для того, чтобы всем пользователям и сотрудникам было удобно работать в данной системе. Программа заработает в следующем году, а пока питомцы и хозяева находят друг друга по старинке. В поиске дома и героиня нашего сюжета Умка. Татьяна подобрала ее сбитую на трассе. Ищем ей хозяев и не теряем надежды, что найдутся, потому что собака очень добрая, умная, послушная, хорошая путешественница. Она не гавкает. Она виляет, она радостная, она позитивная, она добрая, она умная. Собака-компаньон. Да, собака-компаньон, собака-друг. Умка уже идет на поправку. Через месяц, говорят врачи, это будет полностью здоровая собака. Вот только выписываться ей некуда. У ее спасительницы Татьяны есть свои питомцы. А Умка пока только мечтает о своем доме и любящем человеке рядом. Эта собака, несомненно, ответит тем же. Анастасия Ильчебаева, Артур Хуснудинов. Итоги недели. Ну а далее рубрика итогов недели «Между нами». Это авторский взгляд моего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние 7 дней. На сей раз о скандальных новостях из суда. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. До свидания. Здравствуйте, я Руслан Шарафутдинов. Минувшая неделя прошла под знаком новостей из суда. В понедельник задержание и арест Алана Марзаева, исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии, которого обвиняют в получении крупной взятки за содействие предпринимателям-дорожникам в получении подрядов. В пятницу суд признал издателя Рауфа Рахимова виновным в публичной дискредитации вооруженных сил России. Путал или нет личную шерсть с государственной Алан Викторович, пусть разбирается следствие и суд. Между нами мы свечку не держали, материалов дела не видели, как и меченых денег, кстати, поэтому благоразумно промолчим. В интернете полно версий, кто кому чего вез или передавал. Выбирайте любую. Мы гадать на оперативно-следственной гуще не будем. Неблагодарное это дело. Виноват? Пусть отвечает. По большому счету не имеет значения, кто пытается закатать в асфальт Алана Марзаева. Экс-министр транспорта Клебанов в попытке облегчить собственную участь или кто-то другой. Давайте лучше о том, что на поверхности. Ради Хабиров неоднократно подчеркивал свою нетерпимость к проявлениям коррупции в рядах своей команды, но при этом, как опытный юрист,
всегда призывает дождаться решения суда, вступившего в законную силу. При этом, как реальный политик, он работает с теми, кто есть, давая им возможность до конца проявить себя и при необходимости исправлять собственные недочеты. Поверьте, очередь в министры не стоит, и казенная служба не такая уж благодать, как кому-то может показаться со стороны. Работа сутки напролет, ответственность огромная, и тут как на минном поле можно подорваться на каждом шагу. Марзаеву часто доставалось от Радия Хабирова по разным поводам и даже прилюдно. А как уж он его песочил наедине или на закрытых совещаниях, одному Богу известно. Уж больно тонкоопасное направление, за которое отвечал нынешний узник Лефортово. Дороги, строительство, транспорт, ЖКХ, за что ни возьмись, не будет нормально функционировать без какой-то матери и жесткой руки. Таковы уж наши российские реалии. Недаром в слове ЖКХ есть буква Ж и буква Х. Между нами о возможных уголовных претензиях Марзаеву было известно еще со времени изменения меры пресечения бывшему региональному министру транспорта Клебанову, которого арестовали весной этого года. А мораторий с задержанием дорожного вице-премьера объясняется тем, что Москва давно сделала политическую ставку на Радия Хабирова и просто дала возможность ему спокойно и уверенно переизбраться в сентябре. Поэтому дорожное дело, безусловно неприятное само по себе, не повлияет на реальную конфигурацию власти в Башкирии. Коней тяжеловесов на сложной переправе не меняют. Все инсинуации на эту тему в интернетах и соцсетях не более чем информационный шум. Задача понятная – побаламутить общественно-политическую воду. Против Башкирии давно ведется информационная война. И если кому-то казалось, что она закончится вместе с выборами, то нет. Ставки в этой информационной смуте невероятно высоки. Цели долгосрочные. А заказчики в том числе и за рубежом, по ту линию фронта. Кремлю совершенно не нужна разбалансировка в нашем многонациональном регионе, который принимает самое активное участие в специальной военной операции. И надо понимать, что в условиях фактической войны это вопрос национальной безопасности. Еще одно решение суда, которое было вынесено в минувшую пятницу, надо рассматривать именно через эту призму. Один из главных рупоров той самой необъявленной, но явной информационной войны против республики, портал «Пруфы», получил черную метку от федерального правосудия. Его издателя Рауфу Рахимову признали виновной в публичной дискредитации вооруженных сил России. И по целому ряду признаков есть ощущение, что в некоем центре принятия решений лопнуло терпение, и правоохранители взялись за нее всерьез. И этот центр принятия решений точно не башкирский Белый дом, у которого очень ограниченные возможности влиять на ход таких дел. Из материалов суда следует, что первоначально факты нарушения, то есть порочащих армию публикаций на ее личной странице, был выявлен органами госбезопасности. Потом полиция оформила административный протокол, и затем федеральный суд вынес решение, несмотря на все ходатайства защиты об отложении дела. Не помогло и удаление страницы из соцсетей. Видимо, у Рауфы Гореевной тоже есть ощущение, что эти 30 тысяч рублей штрафа только начало. Поэтому она и не торопится возвращаться домой из Турции, где находится сейчас, и у нее есть вид на жительство. Ну и в завершение давайте вернемся к дорогам. Да, с 2018 года неоднократно менялись министры, исполнители. Что-то сдвигалось по финансированию по срокам, по понятным причинам пандемии или специальной военной операции. Но генеральный курс главы региона на кардинальное улучшение дорожной инфраструктуры выдерживался четко. И он дает свои результаты, кто бы что ни говорил. Бюджет Дорожного фонда Башкирии за последние 5 лет увеличился в 2 раза. Восточный выезд, Бельский мост, участки федеральных магистралей, Южные ворота. Вот только на этой неделе открыли долгожданную развязку на Рыленко-Пугачева. Я сам езжу за рулем 25 лет по маршруту Уфа-Мелеуз. И эти 200 километров и все этапы дорожного развития знаю наизусть, своими колесами. То, что было раньше, и то, что сейчас, это земля и небо. А когда появится четырехполоска от Стерлитамака до Ишимбая, а она обязательно появится, то вообще будет просто песня. Дороги у нас стали на порядок лучше, друзья. Это асфальтобетонный факт. До свидания. Берегите себя и своих близких. Включайте голову, когда вам пытаются ее запудрить. Между нами все будет хорошо.